Здравствуйте, студенты. Я преподаватель кафедры стоматологии Авдометов Атхам Анарметович. В сегодняшнем уроке мы знакомимся с инструментами, которые применяются в зуботехническом производстве. Вот у нас паяльный аппарат, который мы работаем в зуботехническом производстве. Он состоит из 3 частей. Мех, который воздух преобразует в воздух и передает бункер. Это резервуар для приготовления воздушной горючей смеси и пистолет у нас. Сейчас мы это посмотрим. Воздухообразователь – это мех, качает воздух, подает резервуар, а в резервуаре находится бензин, автомобильный бензин, и образуется смесь, горючая смесь, и подается он к горелке, пистолету. Они соединены резиновым шлангом, который воздух через шланг проходит. Вот таким образом. Здесь есть регулятор, который мы регулируем поток огня. Больше, меньше. Мелкие инструменты у нас: гипсовый нож, крампонные щипцы, шпадели для горячей работы и шпадель для холодной работы. Мы еще резиновая чашка называется. И здесь мы замешиваем гипс. Это шпадель для размешивания гипса. Это зуботехнический молоток, который мы даем форму для гильз при изготовлении металлической коронки. Это у нас аппарат Самсона. Он изготовлен в такой системе в виде пресса. Здесь находятся пансоны разного размера, начиная от больших диаметров. В нижней платформе 2 ряда и в верхней платформе 2 ряда. И они уменьшаются в размере. Это станок. Гильза, которую мы берем с большого размера, мы подгоняем к столбику. Это инструмент у нас называется шлейф-мотор. Работает в токе 220 вольт. И при вращении образуются вращательные движения. Здесь мы устанавливаем полировочные инструменты и точильные инструменты. При подгонке металлических зубов или обработке каркаса бюгельного протеза мы обрабатываем на этом шлейф-моторе. И при полировке протезов и металлических конструкций или пластмассовой конструкции мы полируем на этом шлейф-моторе. Мы заканчиваем сегодняшний урок. В следующем уроке мы продолжаем знакомление инструментами. До свидания. Спасибо.